31 октября средневзвешенный курс таджикского сом-моньи к доллару США составил 10,21 сом-моньи к $1. Курс сом-моньи к рублю составил 0,16 сом-моньи за 1 рубль. Курс сом-моньи к евро составил 10,16 сом-моньи за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,2148 до 10,10 сом-моньи, 1 евро от 10,1678 до 10,07 сом-моньи, 1 российский рубль от 0,1628 до 0,1648 сом-моньи. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются, следует из данных торгов. Рынки реагируют на новые коронавирусные ограничения в Китае. Цена на нефть марки Brent составила $92.92 за баррель, марки WTI $87.22 за баррель. Цена на золото в понедельник слабо поднимается, при этом показатель готов по итогам октября продемонстрировать снижение 7-й месяц подряд. Об этом свидетельствуют данные торгов. Рынки продолжают ждать заседания Федеральной резервной системы США. Цена составила $1647.15 за тройскую унцию. В последнее воскресенье октября в ряде стран постсоветского пространства ежегодно отмечается День автомобилиста. Профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто трудится в этой сфере. Итак, по данным таможенной службы, за последние 10 лет в основном в Таджикистан завозили автомобили 10 иномарок. Это Opel, Toyota, Mercedes-Benz, Hyundai, Lexus, BMW, Volkswagen, Audi, Deo и Kia. При этом из представленной информации видно, что в республике импорт легковых автомобилей сократился более чем на 50% за последние 10 лет. Если в 2001 году в страну из-за границы завезли 51 325 автомобилей на сумму 203 198 000 сом-моньи, то в 2021 году въехало 24 908 автомобилей на сумму 154 41 000 сом-моньи. За 7 месяцев текущего года в страну поступило 18 782 легковых автомобиля на сумму 111 395 000 сом-моньи. В этом году в республику ввезли 239 электромобилей на сумму 4 819 392 сом-моньи, из них 8 электромобилей Tesla. По сравнению с прошлым годом в Таджикистан было ввезено всего 4 электромобиля и только 1 Tesla. Также в этом году в страну было ввезено еще 3 электробуса на сумму $108 000. Московская биржа планирует с 31 октября начать торги валютными парами киргизский сом российский рубль и таджикский сом-моньи российский рубль. Об этом сообщается в пресс-релизе биржи, передает Интерфакс. Биржевые торги новыми валютными парами расширяют возможности по прямой конвертации для банков, брокеров и их клиентов, физических и юридических лиц, в том числе участников внешнеэкономической деятельности, и являются важным инфраструктурным элементом для развития расчетов в национальных валютах между Россией, Кыргызстаном и Таджикистаном, отмечается в пресс-релизе. Участникам торгов и их клиентам с новыми валютными парами будут доступны сделки на спот-рынке с расчетами сегодня и завтра, а также свопы овернит. Американское бизнес-сообщество проинформировали о деловой среде и инвестиционном климате Таджикистана в ходе круглого стола, состоявшегося 27 октября в Душанбе. В мероприятии приняли участие руководство и представители соответствующих министерств и ведомств, руководство и члены Таджикско-американского делового совета, а также представители престижных американских компаний. Об этом сообщили в Госкомитете по инвестициям и управлению госимуществом страны. Отмечается, что в ходе мероприятия выступили руководители министерств, ведомств и частного сектора обеих сторон. Участники круглого стола получили информацию о деловой и инвестиционной среде, инвестиционных возможностях в отраслях промышленности, сельского хозяйства, энергетики и банковского дела. После официальной части мероприятия состоялась встреча представителей американского бизнес-сообщества с представителем государственного сектора Таджикистана. В завершении участникам мероприятия было предложено внести свой вклад в реализацию инвестиционных проектов и проявить заинтересованность в создании совместных предприятий, заключается в сообщении. США по вложенному в экономику Таджикистана капиталу среди 65 стран мира занимает 4-е место, уступая только Китаю, России и Великобритании.
Рейтинг богатейших семей мира по версии Bloomberg четвертый год подряд возглавила семья Уолтон, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Агентство оценило состояние семьи в 224,5 миллиарда долларов. За год оно снизилось на 13,7 миллиардов долларов, пишет РБК. По данным Bloomberg, совокупное состояние богатейших 25 семей мира составляет 1,5 триллиона долларов, что на 143 миллиарда долларов меньше, чем годом ранее. В то же время, отмечает агентство, состояние некоторых сверхбогатых семей, таких как Рокфеллеры, не учитываются, поскольку их активы слишком сложно отследить. В середине октября консалтинговая компания Handley & Partners совместно с New World Wealth посчитала, что Россия занимает 10-ю строчку в списке стран, ранжированных по числу центимиллионеров, сверхбогатых людей, владеющих состоянием от 100 миллионов долларов. Согласно данным исследования, количество центимиллионеров в мире составляет 25 490 человек. Это в основном владельцы технологических и мультинациональных компаний, финансисты и наследники состояния. За последние 20 лет их количество увеличилось более чем вдвое. В США проживает 38% всех центимиллионеров, Китай и Индия занимают второе и третье места соответственно. Доля инвестиций из России в экономике Узбекистана в январе-сентябре этого года составляет 21% от общих зарубежных вложений в республику за этот период. Это лучший показатель среди стран-инвесторов, следует из данных Узбекского госкомитета по статистике. По данным статведомства, общая сумма иностранных инвестиций и кредитов, направленных в основной капитал в Узбекистане, за 9 месяцев этого года составила 72 триллиона сумов. Это около 6,5 миллиарда долларов. Динамика вложения не приводится. По данным ведомства, общий объем инвестиций в основной капитал в Узбекистане в январе-сентябре этого года увеличился на 5% до 190 триллионов сумов, около 17,3 миллиардов долларов. Ранее статведомство сообщало, что российский бизнес за 9 месяцев создал 553 предприятия в Узбекистане. Это лучший показатель среди стран, чьи компании создали предприятия с иностранными инвестициями в республике. В Узбекистане на 1 октября с участием российского бизнеса действуют 2764 предприятия.